В весеннем сезоне охотникам Коми придется жить по новым правилам. Раньше при получении разрешения на добычу той же дичи нужно было заплатить госпошлину в размере 400 рублей. И это давало право воспользоваться любыми республиканскими угодьями. Теперь же отдельно придется заплатить за охоту в каждом муниципалитете. То есть разрешение на добычу, к примеру, в Сыктывкаре, Сыктывдинском и Карткировском районах обойдется в 1200 рублей. Виктория Палкина разбиралась детально. Житель Слутки Анатолий Рогов охотиться будет в родном Сыктывдинском районе. Ездить за разрешением в Сыктывкар мужчина уже привык. Только он не понимает, почему охоту на дичь на территории его муниципалитета откроют лишь 4 мая. Дичь уже идет, а мы еще думаем только. Она уйдет на север, мы только начнем охотиться. Это обычное явление у нас так. То есть это, в принципе, из года в год не меняется. Мы отстаем. Надо бы как-то, судя по погоде, определенно ориентировку делать какую-то, чтобы мы успевали немножко поохотиться. Уже в это воскресенье свой сезон откроют охотники Юга Республики. Жители Воркуты и Инты на дичь пойдут позже всех, лишь 18 мая. Кстати, сроки этой весенней охоты день в день совпали с прошлогодними. По словам орнитологов, которые участвуют в разработке графика, в последнее время сложно угадать период, который устроил бы всех. И связано это с изменением климата. В основном у нас теплеет в большей степени зима, а лето, наоборот, холодеет. И очень часто возвраты холодов, которые негативно влияют в том числе на птиц. Потому что многие птицы, прилетая рано в оттепели, начинают гнездоваться, а возврат холодов, который очень часто бывает, как-то нарушает ритм гнездования и тоже влияет очень сильно на успех размножения многих видов птиц. Сезонных ограничений на селезни, гусей и вальдшнепов нет, а вот на тетерева и глухаря установлен лимит по одному самцу в руки. Кстати, за отстрел этих представителей боровой дичи заплатить придется отдельно. Между тем, по словам специалистов регионального охотуправления, зачастую жители Коми забывают о главных правилах весенней охоты. Могут передвигаться, скажем, от машины до места охоты или вдоль уреза воды с собранным заряженным оружием. Вот это основное нарушение. Или такое же нарушение по лесу. Вот оно как бы, такое хождение, да, оно приравнивается весной к браконьерству, к нарушению правил охоты. И вот люди от незнания, в основном от незнания вот этого тонкости некоторых правил охоты нарушают. Оперативно реагировать на факты браконьерства у представителей природоохранной структуры получается далеко не всегда. Но уже в ближайшее время в Коми намерены пополнить ряды охотинспекторов. Свои ревизоры появятся в Усинском, Карткировском, Сосногорском, Сысольском, Усть-Вымском районах. Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.